Так, на улице, ребят, 5 градусов тепла. Время опять 27. 14 октября. Трава эту ночь совсем не ушли у меня. Один раз только подкидывал, и все. Вот. Ой, что-то погода, думаю, неутешительная сегодня. Слышите? Идет дождь с утра. И это, думаю, несколько дней так будет. Надеюсь, видно. Я не знаю, как показать вот это. Но, надеюсь, слышно и видно, как шумит. Отпустил тулана. Смотрите, ребят, я пока собрался, сейчас уже 6:30 времени. Сегодня чуть позже выходим в тайгу. Ну, спешить не стал. И пока собрался, вон, все проясняется, все. Так что с северной стороны туча уходит. И думаю, может быть, даже и дождя не будет. Так что давайте сходим. Кого-то увидим, нет. Кого-то удастся, нет, там добыть. Побродим, погуляем. Вроде погода налаживается. Хотя сыро сегодня, очень сыро. Очень далеко снова лает. Не успеваю. Просто не успеваю. По всей тайге голос идет. Епа. Вот это лай. Не могу ориентироваться или там, или там. Совсем не понимаю, где он лает. Эхо по всей тайге идет. Вроде оттуда. Пипец. Как хорошо лает. Вроде слева идет лай. Место такое хорошее. Это глухаря нагана. Еще левее, блин. Вот это да. Я думаю, вообще вправо. Ну да. Давайте сходим. Лает еще. Думал, оставил. Что-то долговато уже лает, ребят. Блин, так далеко идти. Там сырое место еще будет. Это да. Прилично уже. Вот что значит далеко ходит собака. Ничего хорошего в этом нету. Вообще никакого удовольствия. Свежие глухарины следы. Стал на просеку. Расстояние до собаки хрен пойми. Сколько еще.
приближается хоть звук. Ну вот, ребят, тулан меня не дождался. Прекратил лаять, чуть-чуть не успел. Или, может, птица улетела. Не знаю, куда он дальше пошел. Ладно, буду возвращаться. И дальше идти. Он догонит меня, надеюсь. Чуть-чуть не дошел. Где-то вот в этих местах он лаял кого-то. Ладно, идем. Появился тулан, ребят. Вон он. Набегался тоже. Спокойно ходит. Мы до сих пор еще по сосновому лесу идем. Такая тишина. Так вот взлетают рябчики и все. Вон рябчик взлетел. Не знаю. Что-то устремился он куда-то. Снова я иду вот по такому лесу. Я уже направляюсь в сторону избы. Короче, тут делать нечего. Собака где-то бродит, давно уже не видел его. Я напрямик по навигатору решил уже. Отошли от соснового леса. Разрядился, как всегда, аккумулятор, блин. Что-то хотел еще... Ой, блин. Хотел еще что-то рассказать ей. Забыл. Рассказать-то и пока нечего. Короче, иду впустую. Глухарей так и не удалось сегодня увидеть. Не знаю, что и думать. Хоть вообще это так, как сказать. Ой, эту видеокамеру с собой не брать. Только отвлекаюсь, что-то пустоту снимаю. Ну вот смотрите, тишина. Даже сегодня рябчиков и ничего нету. Ладно, пойду я. Не буду уже дальше включаться, пойду прямо на избу. И уже там ясно, понятно будет. Ну все, ребят, мы на избе. Весь сырой. До трусов, честное слово. После дождя, блин. Все деревья сырые. Вся трава и все. Даже болотные сапоги не помогают. Штаны все сырые. Так что будем... Я разденусь, буду сушиться. Повешу это все. Это сукно становится тяжелым, когда он сырой. Вот. План тоже вам набегался. Где-то примерно минут 40 я отдыхал. И переоделся, вон, смотрите, переоделся. Сейчас снова пойдем в тайгу. Не хочется в избе сидеть. Еще побродим. В другую сторону схожу. Посмотрим в другом месте, что-то есть или нет. Тулан куда-то вон туда. А, вон он. Вижу. Долго уже идем. Недалеко от меня так шел. Сейчас рванулся. Он ищет. Тут сосновый лес тоже. Где-то час-полтора будем бродить по такой тайге. Лес хороший. Тоже клюквы в море. Смотрите. Тут, конечно, меньше по размеру. Прямо усыпано все. Вон они, деньги где лежат, ребят. 90 рублей килограмм. Вон.
Вкусно. Все, включаю навигатор. Сейчас пойду к речке. Короче, прошли в двух местах. Тулан кого-то облаял очень далеко, во-первых, и коротенько такой лай. Как бы, ну, секунд от силы 15-20, наверное. На одном месте облаял, и все, затишье. Потом через некоторое время снова. Ну, вот так, в двух местах. Между прочим, промежуток небольшой такой был. Ну все, загружается у меня навигатор. Сейчас я буду уже ходить по навигатору, потому что сейчас залезу я в сырое место и в сторону реки буду идти. Тоже как-то для разнообразия по новому месту пройдусь. Там ельник будет и, возможно, там рябчики. Может быть, есть. Но здесь в данный момент, сколько я прошел, место идеальное, глухариное. Никого, ничего. Вот такие ситуации на данный момент, ребят. Блин, верьте, не верьте. Дичи нету. Хожу, стараюсь как могу. Короче, километр 700 почти по такому месту мне ползти. Потом выйду на речку и вдоль реки пойду. Такой кружок, пускай будет. Зато ближе. Так ближе будет к избе. По пути, ребят. Термос забыл. Вот и клюкву закидываю. Осталось немного уже. 770 метров. Ребят, вот я иду и сейчас размышляю. Давно себя не показывал с ружьем. Но никак не получается показать красивую охоту. И вот тоже вот психануть бы и просто вот положить куда-нибудь где-то видеокамеру и не включать, ничего не снимать, но ничего. Ну просто неохота. Но в то же время, ребят, как бы там ни было, пишите комментарии, что хотите. Но я в дальнейшем также буду снимать процесс этого похода. Пускай без выстрела, без дичи, без такого ярого, хорошего кадра такого. Все равно буду снимать, показывать, где я буду ходить, где я буду находиться. Если будет хороший кадр, с хорошим выстрелом, с хорошей работой собаки, конечно же, это для меня и для вас будет интересно, но в данный момент я сегодня четвертый день в пути. Сейчас вот прохожу. Не думайте, что вот эта сырость, это какая тут может быть дичь. Здесь дичи самое то. Вот именно вот место такое, кормовая база для них хорошая. Клюква есть, сорный лес, сосны и елка и все. Но нету птицы. Что поделаешь. Вот. Я просто вот чуть-чуть, есть которые зрители, вот, которые ждут экшена. Вот я вот для них это и решил записать. Экшена пока нету. Если будет, буду снимать. А в дальнейшем, в данный момент, я только показываю, как сказать, природу. Что еще показывать? Природу и я не знаю, что добавить. Наберитесь терпения. Охота еще будет продолжаться. Будем надеяться, что что-то произойдет. Встретим дичь, будет стрельба.
на 4-й день в пустоту. Иду просто в пустоту. Ничего нету. Вчера шанс был и все. Сегодня вот до обеда сколько прошел. Но сыро, конечно, было до обеда. Сейчас вот, смотрите, как бы отсырел. Больше отсырел я от, как сказать, от того, что я вспотел. И сейчас вот тоже уже после обеда сколько иду. Вот. Так что, ребят, пока так. Я не знаю, что дальше будет. Но настроение, честное слово, уже у меня не такое хорошее настроение. Потому что уже прошел нормально так. Хорошие места прошел. Вчера, позавчера вот тоже. Бывала охота тоже вот. За сезон возвращался домой. 2 рябчика добывал. За сезон. Не знаю, что и думать. Нету ничего, что поделаешь. Будем. Сегодня вот тут я нахожусь. В следующий раз снова куда-нибудь в другое место пойду. Буду менять места. Будем искать. Ну вот наконец-то вот. Видите, какой ельник начался. Вот это приближаемся, наверное, уже к реке. Ну, возле реки, возможно, увидим рябчика. Что еще там может быть. Вот так. Поговорил. Легче стало на душе. Самое главное, поймите правильно. А остальное как будет, будет. Не надо думать, что вот в тайге так просто дается все. Когда как. Бывает там от первой избы там пройдусь, 10 рябчиков удастся добыть. А здесь 4-й день уже в пути. На первый день -1, там это дорога, считай. Добирались до дома, до избы. Это не в счет. А так 3 дня уже бродим. Тулан молодец, что есть, облаивает. Ем без разницы, зверь или птица. Все четко отрабатывает. Ну вот, здесь уже трущоба, кустарники, еще хуже, короче. Но надо идти, потому что уже скоро начнет вечереть. Я фонарик я не взял. В принципе, с расчетом все. И все подрасчитал, за сколько тут я справлюсь, доберусь. Ну вот, ребят, вылез наконец-то я оттуда. Все. Здесь почва хорошая. Далеко нести. Тулан тут. Все, тишина. Вечереет, блин.
Место какое. Осенью здесь должна быть вода, наверное, как я думаю, так. Яма хорошая. Капельки воды нету. Все сухо. Но тут уже, наверное, река где-то близко. Тулан. Один раз лайкнул, наверное, рябчик, может, или я не знаю, ни взлета ничего не услышал. Его не видать, и звук крыльев не услышал. Да, река. Дошел до реки, ребят. Все. Сейчас вдоль реки буду идти. Где-то напрямик, где-то еще как. Но уже ориентир будет у меня река.